Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И вначале коротко о главном. Театр времен на площадках медиплавильных заводов. Мы людям приоткрываем завесы истории. На юге региона с размахом провели фестиваль горно-заводской цивилизации «Медь». Мы расскажем, как оживала история. Верхоторский завод считался младшим братом Воскресенского. Первая плавка произошла здесь ровно 267 лет назад, 12 июля 1759 года. Одна из самых сложных уборок последних лет. В прошлом году мы его сеяли 350 гектаров. В этом году в Лежецком районе мы сеяли 700 гектаров. Аграрии республики выходят на жатву в непростых условиях. Как сельское хозяйство готовится к вызовам? Очень важно сегодня операционной деятельностью управлять рисками. Лучшим в Приморском федеральном округе становится Республика Башкортостан. Регион снова в числе лучших. Промышленный потенциал Башкортостана получил высокую оценку на Иннопроме. Какие перспективы открываются у Башкортостана по итогам Международного экономического форума? Подписываем дорожные карты, утверждаем те планы, которые будем дальше развивать. Смерчи, подтопление и град размером с перепелиное яйцо. Думала, все погибнет, но вот лук-то у нас слег, а помидоры, слава богу, выдержали. Регион эту неделю был во власти стихии, в связи с чем меняется погода и чего ждать дальше. Это все как раз проявление глобального потепления климата, когда у нас климат становится таким резким. Ожившая история. По инициативе Радия Хабирова в Башкортостане впервые прошел фестиваль горно-заводской цивилизации «Медь». Мероприятие собрало гостей сразу на двух площадках, соседствующих комплексах старинных медиплавильных заводов в селах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское-Мелеузовского. Новые точки притяжения туристов посетил и наш корреспондент Азат Садриев. Здравствуйте! Приветствую вас на фестивале горно-заводской цивилизации «Медь». Каким это место было раньше, помнят разве что старожилы и жители ближайших городов и сел. Но приехав на фестиваль горно-заводской цивилизации, даже они не узнали территорию бывшего Верхоторского медиплавильного завода. Здесь совсем ничего не было, то есть вот был мост, и все, дальше даже дороги не было, земляная накатанная была до берега. А сейчас изменения налицо, все к лучшему. Для нашей семьи это особенное место. Раньше центром притяжения был храм. Мы часто ездили в храм и даже детей здесь крестили, сына крестили. Вот. А сейчас мы ездим, потому что здесь очень душевное место. Очень благодарны, что руководство республики тоже внесло свою немалую лепту в этот, как сказать, кластер. И организовали все это, здесь все сделали. Очень приятно. И желательно, чтобы каждый год проводился этот фестиваль «Медь». В 2025 году на территории заводского комплекса реализовали проект благоустройства «Театр времен». 2 годами ранее он победил во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды и получил федеральный грант почти в 66 миллионов рублей. На обновление площадки республика добавила еще 271 миллион. Мы привыкли связывать нашу республику с прекрасной природой, с этникой, с нефтегазохимией и так далее. Но нельзя забывать, что именно здесь, в части Башкортостана, на Южном Урале, формировался мощный индустриальный рывок молодой тогда, в общем-то, становления Российской империи. Воскресенский завод, сосед, он первую плавку сделал в 1745 году. То есть совсем скоро будет уже 300 лет, как это предприятие начало работать. Верхоторский завод считался младшим братом Воскресенского. Первая плавка здесь произошла ровно 267 лет назад, 12 июля 1759 года. Всего же рабочие выплавили здесь более 1 миллиона 600 тысяч пудов меди. Сейчас комплекс является объектом культурного наследия регионального значения, а само место, помимо исторического, превратилось в еще одно креативное пространство республики и точку притяжения туристов со всей России.
Посмотреть здесь действительно было на что. Ремесленный театр, выставка старинных фотографий, шоу электронной музыки, гастрономическая площадка, арт-зоны и кузнечные мастерские. Желающие даже могли выковать себе на память счастливую подкову или отчеканить медную монету. Такие фестивали, такое, сказать, столпотворение людей, творчески мыслящих и ценителей этого искусства очень как-то вдохновляет. Увидели, как кузнец работает, то есть разжигает угольный горн, нагревает, то есть металл. Все это интересно сделано. Как монеты делают. Тоже впервые увидели. Территории двух крупнейших промышленных предприятий Урала, работавших в 18-19 веках, благоустроили с привлечением федеральной поддержки. Расположенные в 13 километрах друг от друга, эти локации стали центрами притяжения туристов, желающих ознакомиться с промышленным наследием региона. Оба медиплавильных завода считались флагманами горнозаводской цивилизации того времени. Россия вступила в эпоху модернизации при Петре Первом, и необходимо было что? Индустриальное развитие, черные и цветные металлы. Цветные металлы, черные металлы – это Башкортостан. Но, с другой стороны, здесь, собственно говоря, формировался новый уклад жизни индустриальный. Это горнозаводские рабочие, крестьяне, которые сюда приехали. Вместе с ними работали и башкиры, известные рудознатцы. Во время пленарной части Ради Хабиров подчеркнул, что республика обладает высоким историко-культурным потенциалом, а развитие бывших горнозаводских территорий положительно влияет на повышение туристической привлекательности региона. Тогда надо, соответственно, облагораживать ту территорию и то, что мы называем, создавать инфраструктуру для туризма. Это как раз вот вопрос инвестиций в индустриальное наследие как инструмент развития территории. И вот пример Воскресенского завода, нам там полегче было. Мы довольно быстро на федеральном конкурсе развития территории выиграли, получили какие-то деньги, навели там порядок. Здесь вот мы с главой сегодня обсуждали, 4 раза мы подавали. 4 раза мы подавали на конкурс. Никак нам не получалось выиграть. Вот на 4-й раз мы федеральные деньги какие-то выиграли, добавили деньги по линии вне бюджета, деньги добавили республиканские и, соответственно, вложили сюда. Потому что нужна инфраструктура. Не менее насыщенная программа была организована и на территории бывшего медиплавильного завода в Воскресенском Мелеузовского района. Во время посещения храма епископ Салаватский и Кумертауский Николай рассказал, что строители продолжают реставрацию религиозного объекта. После завершения работ он станет частью туристического маршрута «Золотое кольцо Башкирии». Здесь откроют музейную экспозицию, посвященную горнозаводской истории региона и роли храма в жизни села. Пока служба вот здесь, да? Да. У вас маленькая там есть, маленькая, да. Привет. Просит прямо на колокольне позвонить. На площадке фестиваля открылась и выставка ретро-фотографий. Проект обращается к одному из самых значимых и одновременно малоизвестных пластов российской истории – горнозаводской цивилизации Башкортостана 18-20 веков. Фестиваль стал и площадкой для ученых со всей России. Один из наших коллег, археолог, оренбургский археолог Богданов Сергей Вячеславович, восстановил вот эту самую технологию, как 5000 лет тому назад в печах отражательного типа из каргалинской руды, а это одно из местонахождений, места разработок меди, вот восстанавливали медь в бронзовом веке. Только в первый день фестиваль горнозаводской цивилизации посетили более 5000 туристов. Приезжали как из ближайших городов, так и отдаленных населенных пунктов. Медь с этого завода, по одной из версий, было выплавлен плащ статуи свободы. То есть история здесь нашего края очень даже обширна. Любое мероприятие, что связывает исторически, вот эту нить протягивает от наших предков к нам сегодняшним, это очень важно. Потому что, во-первых, нам это дает опору, а молодежи, подрастающим поколениям это дает новый импульс, новые идеи на то, чтобы двигаться дальше. Согласен с этим мнением и глава Башкортостана, отметив, что изначально проект планировался как просветительский, и этой цели удалось добиться. Когда будет свободное время, Ради Хабиров приедет сюда и со своими детьми. Мы же сейчас говорим вообще о понятии горнозаводская цивилизация. Тут более 20 крупных заводов, которые обеспечили промышленный рывок Русской империи во второй половине 18 века. Именно Башкортостан. Каждая 5-я тонна меди вот здесь, вот в Крыскенском заводе, выплавлялась. Люди-то не знают этого. В обозримом будущем в республике появится еще одна точка притяжения туристов. Ради Хабиров отметил, что в Башкортостане при содействии Русского географического общества планируется благоустроить территорию Терлянского металлургического завода в Белорецком районе, который был основан более 200 лет назад.
Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Радиот Батвеев. Итоги недели. В Башкортостане дали официальный старт уборочной кампании. В этом году на покос отдельных полей аграрий выходит раньше обычного. Первый на очереди озимый рапс, затем рыжик и уже пшеница. Глава Минсельхоза на региональном форуме «День поля» рассказал о рисках и отметил, экономические условия кардинально изменились и к прежним моделям возврата не будет. Предстоящая жатва будет одной из самых сложных в последние годы, но при грамотном использовании всех ресурсов республика готова к успешному прохождению. Как управлять рисками в условиях сельского хозяйства, в материале Артура Шамсудинова. Илишевский район одним из первых приступил к главной битве этого лета – уборочной кампании. Начали с озимого рапса. В этом хозяйстве его сеют второй год. Культура капризная, но очень выгодная. Для аграриев рапс сегодня стал настоящей финансовой подушкой в сезон, когда традиционные зерновые не радуют высокой доходностью. Озимый рапс – это маржинальная культура, хорошие, нормальные. Его очень хорошо у нас покупает Шишминский МЭС. На сегодняшний примерно 35-40 тысяч – это очень хороший за тонну. Потому что цены на зерно нету, на пшеницу, сами знаете, значит, около 8 тысяч рублей, 5 класс. А маржинальная культура, рапс, подсолнух – это соя. Надо заниматься озимыми культурами в основном. Перспективы и для других культур, многие из которых пока еще только испытывают в регионе. Своеобразную экзотику для башкирского земледелия представили на республиканском форуме «День поля». Вот почти полсотни сортов нута, в высадке которого участвовали африканские студенты. На соседних грядках маш, которые ранее в регионе не производили. Эти образцы позаимствовали у коллег из Ташкента. Заданию нашего министра Оксаны Николаевны Лут мы проводим в масштабах, уже можно сказать, России агроэкологические испытания данной культуры. У этой культуры очень высокий экспортный потенциал, который сегодня будет испытан, значит, и в последующем будет, я думаю, тиражирован для хозяйства Российской Федерации. Территория Башкортостана охватывает 5 климатических зон. Для каждой нужны свои сорта и гибриды. На опытных полях аграрного университета можно наглядно увидеть особенности каждой культуры. Порядка 30% продуктивности это связано с родословной растений, родословной животных, то есть генетикой. Здесь мы демонстрируем для наших условий 9-го Уральского региона, какие культуры, какие сорта дают лучшие результаты. И делимся своими знаниями, своими умениями в этом плане перед всем аграрным сообществом Республики Башкортостан. Сельское хозяйство развивается на высоких скоростях, поэтому и дроны на агровыставках стали такими же привычными, как и традиционные тракторы и комбайны. На коптерах с помощью искусственного интеллекта можно выявлять появление вредителей, а на тяжелых беспилотниках вмиг опрыскивать целые гектары. Вот самый большой в классе агродрон, который способен поднимать более 100 килограммов. Это уже по деньгам, по затратам операционным уже лучше, эффективнее, чем наземная техника. Особенно в продолжающем сезоне, я даже сказал, дождей, которые у нас уже 3-й год идут. Поэтому, конечно, крайне актуально. Я ожидаю, что следующие поколения дронов, они еще эффективнее, еще больше будут. Ожидаем, что такое количество дивизионов, это будет там, в ближайшие годы более 1000 единиц дронов, агродронов, которые будут работать на башкирских полях. И это не считая всевозможных роботов, на которые сейчас также активно делают ставку аграрии. Любая такая новинка идет в связке с внедрением искусственного интеллекта. И это один из приоритетов, который задал перед членами правительства Ради Хабиров. Беспилотным технологиям большое внимание уделяется и в традиционном аграрном вузе. Там создали эту роботизированную платформу, которая может работать как полностью автономно в режиме, так и с помощью вот такого пульта. Спектр применения весьма широкий, например, как в данной ситуации в качестве газонокосилки, либо для перевозки грузов, уборки снега и не только. Но технологии меняют не только работу в поле. Нейросети вовсю задействуют в животноводстве Башкортостана. С помощью искусственного интеллекта фермеры научились выявлять болезни животных на ранней стадии,
оценивать их рост, вес, а также контролировать работу сотрудников. Необходима инновация, необходима автоматизация некая, отслеживать, потому что если даже мы теряем 20-30 коров из-за того, что мы их просто не можем отследить, это очень большие потери для производства. Если мы будем отслеживать здоровье каждой коровы, если мы будем отслеживать, сколько она дает молока, если мы будем отслеживать даже такие моменты, как хромота либо отелка наших животных, то это в первую очередь снизит стоимость и повысит бюджет наших предприятий. Грамотное внедрение инноваций даже в такой традиционной сфере, как сельское хозяйство, играет едва ли не ключевую роль для развития. Тем более с учетом активно меняющейся погоды. Лето становится более дождливым, что, несомненно, влияет на урожай. Как говорят в Минсельхозе, в условиях турбулентности важно управлять рисками. Только в этом случае аграрии смогут не просто устоять на ногах, но и укрепить свое сельское хозяйство. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Сергей Скорженюк. Итоги недели. К слову о меняющемся климате. Шквалистый ветер, ливни, затопленные дороги и даже смерчи. На этой неделе республика дважды оказывалась под ударами небесной стихии. Ее жертвой стал житель Чекмагушевского района, которого убила молния. После этого профильным службам пришлось устранять последствия и восстанавливать газо- и электроснабжение. За хроникой событий наблюдал мой коллега Эмиль Басариев, который также пообщался с экспертами, которые расскажут, чего стоит ждать дальше. Яркая молния нашла точку для удара. Сильнейшая гроза с порывистым ветром и мощными раскатами грома накрыла Уфу в начале недели. Где-то срабатывали автомобильные сигнализации и кратковременно отключалось электричество. Светофор погнул, вот эти провода висели. Ураганный удар пришелся и на город Октябрьский. Мощный ветер повалил деревья, повредил опоры линий электропередач и сорвал крышу здания нефтяного колледжа. Целые районы остались без света. Из-за этого на 12 перекрестках города не работали светофоры. Мы провели внеочередное заседание КЧС, на котором была поставлена задача всем коммунальным службам привести в готовность, повышенную готовность все свои диспетчерские службы, аварийные бригады. Нам удалось расчистить все проезды, где у нас проходит общественный транспорт, во дворы. На придомовых территориях управляющей компании поработали хорошо. Думала, все погибнет, но вот лук-то у нас слег, а помидоры, слава богу, выдержали. Пострадал от непогоды и урожай местных жителей. Град бомбардировал сады и огороды, и вслед за селами он добрался до столицы. Местами льдины достигали размера перепелиного яйца. В Шакше, к примеру, такие снаряды разбили стекло автомобиля. А это кадры не из фильма «Катастрофы». Самый настоящий смерч образовался в Учелинском районе. Аномальное для нашего региона природное явление проложило свой путь через населенные пункты. В деревне Ургуново сильный ветер оборвал линии электропередачи. Жители остались без света. Еще 8 домов были отключены от газоснабжения. Повреждения получили и крыши зданий. В течение 2 дней снабжение в деревне было восстановлено. Аварийные бригады работали оперативно. Никто не пострадал, к счастью, но показывает в этом случае очень показательно, что люди друг другу помогают. После этого мощный ливень обрушился во 2-й раз за неделю на столицу. На дорогах реки. Многим водителям приходилось преодолевать водную преграду. Но для двигателей некоторых автомобилей это закончилось гидроударом. Лестницы же превращались в каскадные водопады. Впрочем, для синоптиков и климатологов такие капризы погоды не стали сюрпризом. В результате этой сильной жары прогревается территория, воздух насыщается водяным паром, идет активная конвекция в атмосфере и приводит это все к формированию кучевой и потом кучево-дождевой облачности с очень сильным ливнем и градом, как мы видели. Это все как раз проявление глобального потепления климата, когда у нас климат становится таким резким, так сказать. Это не только проявляется именно в потеплении, а именно получается вот таких резких колебаниях погоды. Увеличивается количество опасных явлений по территории республики. Если там в начале 90-х их там, например, было где-то около 10, да, в начале 2000-х, то сейчас количество опасных явлений вот по нашей
нашей территории республики за год достигает 30-35. Речь про суховеи, почвенную и атмосферную засуху, низкую межень воды, шквалистые ветра и смерчи. Последствия непогоды оперативно устраняли городские службы. Впереди восстановительные работы в тех местах, где вода размыла почву. Специалисты рекомендуют во время грозы держаться подальше от водоемов. А если порывы ветра застали на улице, немедленно укрыться в подземном переходе или здании. Эмиль Басареев, Анна Морозова. Итоги недели. Башкортостан вошел в пятерку лучших промышленных регионов страны. Итоги рейтинга озвучили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Также республика заняла 4-е место в общефедеральном зачете и 1-е среди регионов Приволжья. Есть лидирующие позиции и в сфере дронификации. На полях форума представители делегации заключили соглашение с Фондом развития промышленности о выделении займа по расширению производства телекоммуникационного оборудования. Какие перспективы открываются у Башкортостана по итогам международного экономического события, расскажет Даниль Байков. Башкирским лимонадом гостей международной выставки угощает не человек, а робот, собранный в Уфе. Этот же комплекс может перемещать по цеху детали и загружать их. Республиканским промышленникам есть чем поделиться с коллегами из других регионов на самом посещаемом стенде Иннопрома. Чтобы автоматизировать цех без участия человека. Она полностью работает от компьютерного решения, машинное зрение для определения деталей и коллаборативный робот для безопасной работы. Многие российские сварщики вовсю используют уфимских роботов. После ухода зарубежных игроков отечественные производители начали выпускать для нужд машиностроительных предприятий устройства, не уступающие мировым аналогам. Решаем задачи для руководства в части экономии и повышения производительности труда, реализовав это спецпроцессами. Таким образом, в Башкирии появилось новое производство, которых в России можно по пальцам пересчитать. И мы по праву можем считать себя одними из лидеров. По соседству есть и беспилотники. Они предназначены для контроля объектов нефтегазовой отрасли, в том числе анализа местности. Летает вертикально и очень долго летит, как самолет. Все, что здесь вы видите, полностью башкирского производства. Привлекаем раунд финансирования для того, чтобы запустить его в серийность порядка 60 дронов в месяц. В этом году планируют произвести 13 тысяч беспилотников в регионе. Успехи республики по дронификации отметили и на федеральном уровне. В Приволжском федеральном округе столица Республика Башкортостан. Башкортостан сохраняет и статус одного из ведущих промышленных регионов страны, заняв 4-е место в федеральном зачете и 1-е среди субъектов Приволжья. Кроме того, республика получила спецприз в номинации «Лучший наставник» за помощь в развитии промышленности Республики Алтай. Башкортостан остается одним из крупнейших индустриальных центров государства, сохраняя сильные позиции в нефтехимии, машиностроении, металлургии, электроэнергетике и химической промышленности. Конечно, но с точки зрения первого места в округе, это, в общем-то, наши меры поддержки промышленных предприятий. Как бы тяжело не было в экономике, в макроэкономических показателях внутри страны, мы понимаем, что без промышленности, без развития промышленности невозможно развивать регион, страну, невозможно достигнуть победы. И поэтому все направлено на поддержку и сохранение этих мер поддержки. А что касается наставника, во-первых, это уважение, признание авторитета нашего региона, что мы можем и другие регионы уже поддерживать. На площадке Иннопрома представители Башкортостана и Федерального фонда развития промышленности заключили соглашение о выделении льготного займа более 600 миллионов рублей на 5 лет научно-производственному предприятию «Полигон». Компания специализируется на выпуске телекоммуникационного оборудования. Цель – расширить производство в 2 раза. Общий объем инвестиций – более миллиарда рублей. На эти деньги мы закупим новое оборудование, которое будет уже смонтировано, инсталлировано не в этих цехах. Это будут совершенно новые цеха, недавно построенные, центры обработки данных и оснащение современным оборудованием объектов КИИ. Это то, без чего сегодня немыслима российская экономика и развитие промышленных предприятий. Здесь большая благодарность
Ради Фаридовичу. Федеральные эксперты отмечают, что республика входит в десятку регионов по количеству финансируемых проектов по линии Фонда развития промышленности. Мы предоставили 22 миллиарда рублей за все время работы фонда, а общий объем, общий бюджет инвестиционных проектов, обрабатывающих отраслях промышленности при нашей поддержке в вашем регионе превышает 35 миллиардов рублей. Искренне благодарны главе региона за неравнодушное отношение к развитию промышленности в вашем регионе. На форуме достигнуты соглашения с делегатами из Карачаево-Черкесии, ЛНР, Челябинской области и Чувашии по кооперации и обмену опытом. В планах модернизировать производство оборудования в Уфимском трансформаторном заводе и увеличить выпуск закалочно-испарительных аппаратов в Туймазинском предприятии. Те инвестиционные проекты, которые сегодня идут в Республике Башкортостан, обсуждаем и как раз подписываем дорожные карты, утверждаем те планы, которые будем дальше развивать. Республика последовательно расширяет сеть площадок для размещения новых производств. Сегодня в регионе работают 14 индустриальных и 20 технопарков, 31 промышленный кластер. По их количеству Башкортостан занимает первое место в России. Продолжается развитие особой экономической зоны Алга, которая входит в число наиболее эффективных в стране. Там реализуют проекты в нефтехимии и машиностроении. Промышленность является локомотивом всей экономики Республики Башкортостан. И именно туда направляются самые серьезные инвестиции. У нас в республике идет планомерная работа, значит, по привлечению инвесторов, партнеров, развитию, как мы уже говорили, кооперации, с целью повышения, так скажем, развития экономики, безусловно, доходной части бюджета и, так скажем, занятости населения и, так скажем, повышения качества жизни в Республике Башкортостан. Как отметил глава Башкортостана, несмотря на санкции, сейчас важно укреплять позиции и открывать возможности для индустриального развития. Тем более президентом поставлены задачи по укреплению технологического суверенитета. Каждый вложенный рубль должен работать на перспективу, а любой продукт или технология применяться не только в военной, но и гражданской сфере. Даниил Байков, Эльшат Казакулов, Марат Юнусов. Итоги недели. Поздравления молодоженам, награды самым крепким парам, чья любовь проверена десятилетиями, и гендер-пати. Так в регионе отмечали День семьи, любви и верности. Главное торжество традиционно провели в Бирске. Тысячи гостей со всей республики приехали в купеческий город, чтобы окунуться в атмосферу праздника с глубоким смыслом. Участие в торжествах принимал и глава Башкортостана. О самых ярких событиях мероприятия расскажет мой коллега Азат Садриев. Парад семей и масштабный праздничный хоровод как символ дружбы и единства народов Башкортостана. Уже в 7-й раз Бирск становится главной республиканской площадкой празднования Дня семьи, любви и верности. Сотни участников, тысячи гостей. Каждого встречают с купеческим колоритом. Этот праздник, он приобрел уже популярность далеко за пределами города и района. К нам приезжают со всей республики. Для меня этот праздник означает единение с семьей, напоминание нашим детям, что это вот нужно, это красиво, это ценно, чтобы они не забывали наши традиции. Хоть и не в полном составе, но тем не менее одна из самых многочисленных делегаций приехала на праздник из Зилаирского района. Фаназия Такалова удостоена звания «Мать-героиня». Вырастила 10 детей, теперь помогает в воспитании 23 внуков и 6 правнуков. Вместе с ними, с зятьями и невестками, количество членов семьи составляет 54 человека. А бывало такое, что вы все вместе домой приезжали? Бывает. Места-то хватает? Хватает. 2 дома. Полный будет, когда приедут. Для вас, наверное, настоящий праздник, да? Да. Центром притяжения гостей традиционно стала Октябрьская площадь города. Здесь руководитель региона принял участие в праздничном молебне, который прошел в Свято-Троицком кафедральном соборе. Ради Хабиров с супругой также возложили цветы к памятнику Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи. Скульптурную композицию открыли ровно 2 года назад по инициативе главы Башкортостана. Монумент представляет собой изображение супружеской пары святых, стоящих на постаменте в виде средневековой ладьи. Знаете, когда непростые времена проживаем мы все вместе, вот опора в лице семьи, опора в лице своей второй половинки, опора в лице многонациональной такой дружной семьи
Вот там, где ты живешь, своя родина, это имеет определяющее значение. День семьи, любви и верности стал особой датой для Константина и Карины Гребенщиковых. Именно 8 июля они решили скрепить свои отношения священными узами брака. С этим торжественным событием их лично поздравили Ради и Карине Хабировы. Начало нового пути, семейного пути. Такой прекрасный день. Да. Познакомились в соцсетях. Я ей написал и на следующий день уехал на вахту на 2 месяца. С ней не виделись, соответственно, до моего уезда. Потом я приехал с вахты, она меня все встретила, и тогда вот у нас начались отношения. Потом через месяц, в июне, я ушел в армию на год. Вот она меня дождалась с армии, приехал, сделал предложение Карине. А как поняли, что это вот он ваш единственный суженый? Как только увидела, сразу поняла. Это большая гордость, что именно вот этот вот город нашей юности, нашей молодости, нашей институтской жизни сделали таким центром именно этого праздника. Многодетные семьи, супруги, проживающие вместе много десятилетий, родители, которые достойно воспитывают детей, срывали овации, поднимаясь на главную сцену. За любовь и верность друг другу они были удостоены государственных наград России и Башкортостана. Один из виновников торжества – многодетный отец Сергей Елисеев. Приехал в Бирск без жены, но на то была уважительная причина. Это моя дочь Диана, это сын Денис, Сергей, Матвей, Михаил. Сколько у вас всего? 9. А супруга почему не смогла приехать? Нянчится. 11 дней, как родилась дочка Лиана. 9. Но это, конечно же, счастье. Каждое рождение ребенка, это как заново ощутить это. То же самое, что с первым. Но есть свои трудности, но справляемся. Одним из самых трогательных моментов праздника стало участие в нем супружеской пары Аем и Рима Рахимовых, которые ожидают рождения 4-го ребенка. По просьбе родителей пол будущего малыша в торжественной обстановке озвучил Ради Хабиров. Рим, Аем, вы готовы? Да. Будет мальчик. Ну а эта площадка стала самой популярной фотозоной. Сюда даже не пробиться. Ромашка – главный символ праздника. Этот простой, известный всем с детства цветок стал знаком чистоты и искренности. В нем нет какой-то лишней показушности, пафоса, но есть то, что ценно в каждой семье. Доверие, искренность, тепло и, конечно же, любовь. Прожить эту жизнь без любви – это очень неправильно и очень скучно, я хочу сказать. Поэтому, чтобы была любовь. Вот если любовь есть, все можно преодолеть и быть счастливым человеком. Азат Садриев, Булат Закирьянов, Марат Хамитов. Итоги недели. На этой неделе Уфимскому хоспису исполнилось 3 года. Его неспроста называют уникальным. Центр спроектировали и построили буквально с нуля. И сегодня он является одним из лучших в стране. Хоспис объединяет врачей, волонтеров, меценатов и неравнодушных жителей, которые помогают людям в сложный период жизни. Поздравить коллектив и подопечных учреждений приехал глава республики Ради Хабиров. Тему продолжит Анна Морозова. Слегка повышено, но это спишем на дождик. На погоду. Может, давление и не как у космонавта, но настроение точно на высшем уровне. Елена Пахомова в Уфимском хосписе пребывает уже не впервые, но всегда возвращается сюда как домой. За это время даже работники учреждения стали для нее по-настоящему близкими людьми. У женщины рассеянный склероз, и ей требуется постоянный уход. Но сюда она приезжает еще и за атмосферой. Мы наш хоспис не называем хосписом, мы его в первую очередь называем домом, нашим домом. Утром мы начинаем «Здравствуйте» с улыбкой наших девочек, наших парней, которые нас тоже очень любят. Прямо вот с распростертыми руками нас встречают, как родных. Мы для них как родственники, можно так сказать. А родным людям не страшно доверить и самое дорогое – своего ребенка. Альфия Якупова с 10-летней дочкой Аишей проживает здесь во 2-й раз. У девочки хромосомное заболевание. Лекарства от данного недуга, к сожалению, нет, но есть мама, которая всегда рядом. И, конечно, сотрудники хосписа, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Здесь есть такая возможность расслабиться, съездить, привести себя в порядок, в парикмахерскую, там, к косметологу, в отпуск съездить. Пускай там на 2-3 дня, но как-то расслабиться уже. Младший персонал очень сильно выручает.
медицинский. Ребенок находится в надежных руках. Свои двери уфимский хоспис распахнул в июле 2023-го. Его спроектировали и построили буквально с нуля. Идею создания поддержал глава республики. Возводили учреждения на средства меценатов и неравнодушных граждан. За 3 года работы помощь здесь получили более 2000 взрослых и свыше 500 детей. Мы изначально взяли очень высокую планку оказания качества паллиативной медицинской помощи, и мы ее не сдаем. К нам приезжают перенимать наши знания, наш опыт уже не только наши коллеги из нашего региона и не только из регионов Российской Федерации, но уже и зарубежные коллеги. В хосписе предусмотрены также выездные службы. Волонтерский штаб насчитывает более 150 человек. А вот пациентов в учреждении нет. Только подопечные, которых днем и ночью неравнодушные работники окружают теплом и заботой. Здесь созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя как дома. Но все время находиться в комнате вовсе не обязательно. В любое время суток можно выйти во двор и прогуляться. Также подопечных могут навещать их родственники. Ну а если не с кем оставить любимого питомца, то его тоже можно взять с собой. К слову, один пушистый товарищ проживает здесь с самых первых дней работы хосписа. Это кошечка по кличке Мистика. Уже 3 года здесь трудится и Тансулу Мамедова. Ранее женщина работала в медицине, но, по ее словам, это совсем другой мир. Говоря о подопечных, она с трудом сдерживает слезы. Кого-то уже нет на этом свете, но память о каждом жива до сих пор. Здесь столько благодарности в глазах подопечных, когда ты им оказываешь любую помощь, когда ты им просто помогаешь. И у них многому учишься. Это дорогого стоит просто смотреть и видеть, и быть с ними. Жизнь в хосписе кипит всегда, но день рождения – особенная дата. С поздравлениями приехал глава республики Ради Хабиров. Конечно, в первую очередь мы поздравляем наших подопечных, потому что они, собственно, главные здесь люди, и именно для них и ради них все это, собственно, затевалось. Второе, я поздравляю весь коллектив. Весь коллектив хоспис, он большой, он интересный, он яркий и, самое главное, с большим сердцем. Сотрудникам учреждения глава республики вручил государственные награды и лично поблагодарил их за нелегкий труд. Почетным знаком «Доброволец Башкортостана» были отмечены и волонтеры. Поздравила команду и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис» Карина Хабирова. Всей нашей большой команде, это и родителям наших детей подопечных, и нашим подопечным, нашим строителям, благотворителям, которые каждый день нас поддерживают по сей день до сих пор. Конечно же, всем огромное спасибо. И, конечно же, вот в этот день этого пути хочется поздравить всю нашу большую, огромную команду, которая каждый день оказывает помощь в Уфимском хосписе. И не только, еще на выездных службах. Ради Хабиров лично осмотрел взрослое и детское отделение центра и пообщался с людьми. После завершения торжественной части был организован праздничный ужин. Подопечные, сотрудники, волонтеры и благотворители общались, смеялись и просто наслаждались каждой минутой. Ведь, как здесь говорят, в хосписе время не торопят. В хосписе его наполняют. Анна Морозова и Булат Садриев. Итоги недели. В Башкортостане стартовала подготовка к единому дню голосования. Основные выборы состоятся 20 сентября. Предусмотрено и досрочное голосование 18 и 19. В этот раз выборы в Госдуму совмещены с выборами депутатов Горсовета Уфы и ряда сельсоветов. Ко всему прочему, пройдет голосование за отдельных кандидатов на вакантные места в Госсобрании. Право голоса имеют почти 3 миллиона жителей республики. Для организации процесса образовано 69 территориальных и более 3000 участковых избирательных комиссий. Агитационная кампания стартует 22 августа и завершится 18 сентября. Основные те институты, которые проходили предыдущие выборы, они сохранились. Тот же будет проект «Мобильный избиратель», тот же будет проект голосования на дому, голосование вне помещения. Кроме того, запускается проект «Информвык». Военнослужащие, участники СВО будут голосовать, то есть экстерриториальные участки образовываться не будут. Они будут голосовать на временных избирательных участках, которые будут образовываться в военных частях. Особое внимание технологической безопасности. В этом году обновлена государственная автоматизированная система «Выборы». Теперь это полностью отечественное программное обеспечение на облачных технологиях и отечественном оборудовании.
Ну и главные спортивные новости недели. Башкирские спортсмены готовятся к мировым соревнованиям после объявления Международного олимпийского комитета об отмене ареста. Ограничения временно подчеркивают в организации. Однако это заметный прогресс. Хотя при этом не все международные объединения последовали этому примеру. Международный союз биатлонистов по-прежнему сохраняет недопуск. Так наступила ли оттепель для российского, а значит и башкирского спорта, разбиралась Роза Хабибулина. Она привыкла плыть против течения, поэтому в хрупкой Алсу Миназовой стальной характер. Шутка ли? Она выплыла из озера Теплого и добралась до международного уровня. Участница Олимпийских игр в Токио, победительница этапа Кубка мира, призер чемпионата мира. Естественно, главная спортивная мечта – олимпийская медаль. И теперь она проблескивает на горизонте 2028-го в Лос-Анджелесе, где, кстати, начинается отбор. Сейчас я нахожусь в Америке, где мы готовимся к старту на чемпионате мира, который вот уже 20 июля стартует. И для нас это первый отборочный старт на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И я очень надеюсь, что в Лос-Анджелесе мы уже сможем выступить полноценно с гимном, флагом в своей форме. У Таисии Ларькиной из Уфы послужной список не такой солидный, как у Алсу. Еще. Но эта девочка уже творит сенсацию. В башкирской школе фехтования всегда были сильны рэперисты. Шпажисты скромничали, пока не появилась Ларькина. И вот вам еще один претендент на поездку в Лос-Анджелес. Мама мне позвонила самая первая. Сказала: вот, я там видела пост, у вас все, теперь вы будете под флагами. Приехали на тренировки, все малышки начали нас поздравлять, то что вот, Тася, там наконец-то будешь там под флагом выступать, мы там будем за тебя еще больше болеть. Ну что, мы тебя всем поздравляем, здесь все ликуют. Он, конечно, привык к олимпийским поздравлениям, мировым турнирам, но за неимением Антон Бабиков разнообразит свои будни трейлом в 40 километров. Это бег по пересеченной местности, причем с набором высоты. Чемпион мира, многократный победитель европейских соревнований по биатлону скептически относится к заявлению МОК. Наверное, в случае биатлона мы больше радуемся за другие виды спорта, потому что понимаем, что IBU, наверное, в последнюю очередь допустит российских спортсменов. К этому уже были примеры, и мы все видели, как МОК там выдавал рекомендации перед Олимпийскими играми, но нас это совершенно никак не касалось, к сожалению. Надеюсь, что эта ситуация разрешится, и в ближайшем будущем они пересмотрят это решение, и все будет по справедливости. Это действительно большое сожаление для башкирского спорта, потому что биатлон для нашей республики знаковый вид. И Антон Бабиков, и Эдуард Латыпов в числе лидеров национальной команды. И, конечно, такие эмоциональные качели, а главное время, играют не в пользу спортсменов. И все же, в такой ситуации в России и в Башкортостане руки не сложили. Все силы направили на развитие нашего спорта, внутреннего, если можно так сказать. В Уфе появились крупные спортивные объекты навскидку: дворец борьбы, центр фехтования, комплекс для гребного слалома, спортивные площадки, фоки в районах. Базу укрепили настолько, что готовы принимать серьезные соревнования. В ближайшее время, к примеру, пройдет Всероссийская спартакиада. В Республике Башкортостан проводится спартакиада народов России как отборочный главный этап по 6 видам спорта. И это отборочные этапы пройдут на спартакиады народов России на самом высоком организационном уровне. И победители будут иметь возможность попасть в национальную сборную России. Будет возможность нашим спортсменам отобраться и в рамках национальной сборной защищать честь нашей страны на Олимпийских играх 2028 года. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России. Да, сохраняются ограничения. Как все осуществится, тоже непонятно. Но, тем не менее, это победа. Хочется верить, что Россия отстояла справедливость ради тех, кто тренируется на износ, кто жертвует семейными праздниками, кто каждый день побеждает над своей слабостью, чтобы взойти на олимпийский пьедестал. У меня на этом все. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. Спасибо за внимание. До свидания.